Вы знаете, кто такой разгильдяй? А вот и нет, это не ребенок, который порвал штаны и потерял шапку. Это купец, который потерял членство в гильдии. В Российской империи коммерсанты делились на гильдии, и чем она выше, тем больше привилегий и возможностей. Третья гильдия – это мелкий торговец или ремесленник. Купец второй гильдии уже мог торговать оптом и построить заводик. Ну а представитель первой гильдии торговал не только в империи, но и за границей, мог строить фабрики, иметь морские суда и банки. Разгильдяями объявляли аферистов и спекулянтов. А за полезную деятельность крупный купец объявлялся почетным гражданином и, ко всему прочему, мог ездить в упряжке из 4 лошадей. Но это примерно как сейчас на спорткаре прокатиться. Про уездную Елабугу говорят, она построена купцами. Всего купцов было сотни, из них 12, внимание, миллионеры. Династии Стахеевой и Ушковой своими благими делами были известны на всю Российскую империю. Стахеевы выделялись масштабом. Из 12 миллионщиков больше половины относились к этой фамилии. Все затеял Иван Иванович Стахеев с отцом. Они контролировали хлебный рынок Прикамья. По рекам отправляли хлеб из далеких провинций в российские города и за границу. В Англию, Германию, Францию. Кроме того, возили чай из Китая, еще сахар, кофе, промышленные товары. Похоже, что эффективным менеджером он был с рождения. И постепенно сыновья, братья и другие родственники Ивана Ивановича создают промышленные предприятия по всей России, во всех важнейших отраслях. Нефтяная, пищевая, легкая. Они имели свои морские корабли и золотые прииски. Кстати, Стахеевы – первые, кто начали продавать автомобили Ford в России. Первые дилеры, так сказать. По версии журнала Forbes, Стахеевы занимают 20-ю строчку рейтинга так называемых старых русских богатейших предпринимателей России начала 20 века. Их состояние оценивается в 13 миллионов золотых рублей. Кстати, на первой строчке Николай Александрович Второв, а на втором месте русско-шведская семья Нобелей. Казалось бы, ну что еще надо? Но нет, Иван Иванович Стахеев был филантропом и, как человек глубоко верующий, хотел тратить деньги на богоугодные дела. Он строил церкви и монастыри, содержал женскую и мужскую богадельню, дом для сирот, помогал больницам, беднякам и погорельцам. Не только сам помогал, но и создал семейный благотворительный комитет, куда каждый Стахеев отправлял часть своего заработка. Благотворительная деятельность велась не только в родном краю, но и по всей стране. Николай Дмитриевич, например, отметился восстановлением крымского курорта Алушта. Любопытно, ходит такая байка, что Николай Стахеев стал прототипом Кисы Воробьянинова из «12 стульев». По инициативе Глафиры Федоровны Стахеевой, например, было построено епархиальное женское училище, красивейшее здание в стилистике модерна и эклектики. Кстати, сын Глафиры Федоровны, Федор Васильевич, был инженером. Его стараниями появился электрический свет и в мамином училище, и в городе. А это был 1903 год. На тот момент не больше 10 городов России могли похвастаться электричеством. А в 1913 году он еще и телефонизировал уезд. Ежегодно на благо Родины и народа благотворительный Стахеевский комитет жертвовал до 1 миллиона рублей. Золотых рублей. И так в течение 40 лет. Еще одна интересная история берет начало в Елабужском уезде. Это история купцов-промышленников Ушковых. Они пионеры русской химической промышленности. Капитон Яковлевич Ушков занялся, как бы сейчас сказали, импортозамещением. Все началось с хромпика. Это такие оранжевые кристаллы дихромата калия. Его используют при производстве красителей, фотографий, да и много где используют. Узнал Ушков, что хромпик завозят в Россию из Англии, а сырье для него берут на Урале. Да еще и продают по 15 рублей за пуд. Непорядок, решил капитан Яковлевич, и на фамильных землях на краю деревни Кокшан построил свой первый химический завод. Но не без помощи иностранных специалистов, конечно. Это был успех. Ушковский хромпик вскоре выдавил из России импортный аналог. Потом в ассортименте завода появились и другие химические товары, а через 18 лет в деревне Бондюга строится еще один завод, намного крупнее предыдущего. Просветитель просвещения. Так видел свою миссию капитан Яковлевич. И строил школы, училища и церкви и в Елабуге, и в окрестных деревнях. Кстати, ушковская плитка украшает полы во многих этих зданиях и по сей день. Дело отца Ушкова переходит к его сыновьям. Старший Петр успешно справляется и производит конкурентоспособный товар, несмотря на то, что большая часть химии изготавливалась в России впервые. Появляются новые заводы в Казани и в Самаре. Интересен процесс мотивации работников завода. HR вводят сухой закон.
Но есть и соцпакет. Кроме зарплаты выдается хозяйская еда, жилье, бесплатные дрова, наградные деньги. Но за сквернословие и драки штраф 50 копеек, а за карточные игры 75 копеек. В 1793 году на Бондюжский завод приезжает Дмитрий Иванович Менделеев и проводит технические испытания своего бездымного пороха. Там же планировалось его производство. С порохом, кстати, не сложилось, но это совсем другая история. Тем не менее, село Бондюга впоследствии стало городом Менделеевск. Младший брат Петра, Константин, меценат и благотворитель, к химии был равнодушен и больше тяготеет к культуре и искусству. Он входит в состав учредителей театра, который в будущем назовут МХАТом. Кстати, знаменитый дом Ушковой, тот, что с витражами из Парижа, с агатом и яшмой на полу, Константин построил в подарок невесте сына. Сын вскоре развелся, а дом по-прежнему на своем месте. В Казани. На своем месте и старая Елабуга, с любовью построенная купцами-филантропами.